Молодежь России за здоровый образ жизни. Россия – великая держава. Спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, не только соревнованием, но и силой, объединяющей народы. Доказательством этому стал праздничный велопарад, который дополнил цепочку мероприятий, посвященных главному государственному празднику страны – Дню России. Сотни велосипедистов собрались на центральной площади города, чтобы, объединившись, устроить по городу настоящий патриотический парад. Некоторые сибайцы предпочли выйти, точнее выехать на спортивное мероприятие всей семьей. На велосипедах катаемся всей семьей, только год, наверное. Всем вот приобрели потихонечку, помаленечку велосипеды. Живем возле школы, и поэтому постоянно выезжаем в школу и катаемся по школе, на стадионе. Детям нравится, самое главное, меньше времени за компьютером сидят, за айфонами и так далее. Поэтому будем надеяться, что будут также продолжать не только велоспорт, но и другие виды спорта заниматься, другими видами спорта. Возрастных ограничений для участников велопарада не было. К мероприятию присоединились и люди пожилого возраста, и совсем юные ребята. Многие с флагами Российской Федерации. Такое большое количество участников – плоды труда организаторов молодежного парламента при Совете городского округа совместно с Комитетом по делам молодежи. В общем, набралось около 1000 человек. Несмотря на пасмурную погоду, собирается дождь, народ не испугался. За ЗОЖ вышел, сделал этот круг почета по городу. Для этого были организованы мероприятия, такие как сотрудники госавтоинспекции и отдела МВД города перекрыли дорогу, обеспечили полную безопасность. На велопараде также присутствовали сотрудники медслужб, дабы избежать травматизма среди населения города. В общем, все прошло замечательно, все радостны, все довольны. Еще раз поздравляю всех с праздником России. Будьте счастливы. Участники велопробега проехали дистанцию от магазина «Альфа» на центральной площади по проспекту Горняков до улицы Белова и обратно. По задумке, велопарад не являлся спортивной гонкой. Все участники ехали спокойно и размеренно. При этом к дистанции допускались любые велосипеды, от обычных прогулочных до горных и оригинальных. Некоторые родители, участвовавшие в велопробеге, использовали различные приспособления, чтобы их совсем маленькие детишки тоже смогли проехать в общем параде вместе с ними. Финишную линию велосипедисты пересекали с улыбкой на лице и хорошим настроением. По окончанию велопробега для всех участников был организован конкурс, в ходе которого спортсменов награждали в 10 различных номинациях. Среди них самый патриотичный велосипедист, самый спортивный участник, самый красочный велосипед и другие. Организаторы уверены, что в таком спортивном марафоне в следующем году будет еще больше участников. Я думаю, что такие мероприятия, они набирают с каждым годом все больше и больше оборотов. И будем надеяться, что на следующий год уже будет не 1000, а 2000 человек. Лена Кириллова, Данила Либаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.